Кто лучший друг Тимати? Мод? Дед Мороз. Не знаю, сын его. Тимати. Может быть, его татуировки? Билан. Президент Путин. Мой лучший друг — это президент Путин. Ну а лучший друг наших студентов — телевидение СГУ. Здравствуйте, с вами Любовь Филиппова. Сегодня в нашем университете стало на 120 человек меньше. Спокойно, дело не в отчислении. Просто департамент по молодежной политике отобрал лучших из лучших и отправил на 6-ю ассамблею студенческих советов. Подробнее смотрите в сюжете Ксении Акимовой. Ассамблея впервые была проведена в 2010 году. С тех пор активистов по осени считают. Студсоветы собираются вместе, делятся друг с другом опытом и разрабатывают новые проекты. Программа включит в себя, это, во-первых, деловые игры на взаимодействие, это ролевая игра с элементами веревочного курса, это будет ток-шоу с участием ректора и проректора нашего университета. Также это будут яркие вечерние мероприятия, мастер-классы по выбору, мобильные интерактивы на тему студенческого самоуправления. И еще очень-очень много сюрпризов ожидает участников ассамблеи в этом году. Не все желающие смогли поехать на ассамблею. С каждого института выбрали всего по 9 человек. Организаторами в этот раз выступили председатели студенческих объединений. Мы собирались объединенным советом обучающихся, распределяли, кто за что отвечает, это самое важное. Мне, к примеру, как председателю студенческого совета юридического института было поручено составлять списки. Самое веселое, это реально очень весело. Также распределялись, кто отвечает за веревочный курс, кто отвечает за развлечения, за арт-часть, за развлекательную программу. Однако подготовка программы студентами не единственное нововведение этого года. Теперь старшекурсники сами будут проводить часть мастер-классов. Ассамблея часто становится стартом для активистов, а некоторые из них даже остаются работать в университете. Я впервые на таком мероприятии. Здесь мне хотелось бы побольше узнать о структуре студенческого самоуправления в СГУ, познакомиться с новыми интересными ребятами и весело провести время. Ксения Акимова, Руслан Бабкин, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. В университете уже начали проходить дни первокурсников, и первым эстафету принял Институт точных наук и информационных технологий. Ну а пока молодежь усердно репетирует номера к празднику, мы узнали у студентов старших курсов, что они помнят о своем посвящении. Это было 4 года назад. А что понравилось? Несомненно, атмосфера, которая преобладала в зале, и, несомненно, ведущие, которые мне очень понравились. Сам концерт был неплох, как мне кажется. Наше выступление как-то себя показали, что ли. На дне первокурсника я на нем не была. Я не была на дне первокурсника. Наверное, жалею, да. Говорили, было классно. Да, очень жалею, правда. У меня не было времени. Я очень жалею. Простите, ребята. Наверное, это неофициальное посвящение, оно было просто замечательным. Посвящение. Заходили там в кабинеты всякие, и нам засовывали всякую еду в рот. И вот мы все хотели самого. Когда вот это все произошло, мы все хотели сами потом отыграться на первокурсниках, и мы это сделаем. Селедочку со сгущенкой. Да. Наверное, посвящение было неплохое, но я на него не смог на нем присутствовать, в общем. Я не помню свой день первокурсника. Нет, на самом деле, смутно помню, как мы готовились за минут 20, наверное, 30 до начала дня первокурсника. Это был такой хардкор. О нем еще вспомнить надо. Это давно было. На мой, который был когда-то давно там, да? Ну, вообще наше выступление, наверное. Как мы зажгли своим видео всех. И все. Мы танцевали. Тогда была песня популярная «Говном стайл», вот это, короче. И мы танцевали всей группой. Была веселуха. Потом нам подарили пиццу, потом мы пошли тусить. Ну, было клево. То, как мы зажигали. Мне кажется, что мы были самыми лучшими среди первых курсов. У нас был очень оригинальный танец. Вообще, мы, в общем, молодцы. Только мы понравились. Отличный день первокурсника. Столько приятных воспоминаний, что я даже не могу выделить одно конкретное. Я на своем дне первокурсника пока еще не был, поэтому не могу ничего сказать. Ни да, ни нет.
Уже с 1978 года наш университет принимает иностранных студентов. Сейчас в СГУ учатся 79 человек, в основном из ближнего зарубежья. Но на днях к нам приехал гражданин Германии. Побеседовала с ним Ирина Рихтер о том, каково немцу в России. Смотрите в следующем интервью. И сегодня у нас в гостях Мариус Ленк. Привет, Мариус. Привет. С чего началось твое знакомство с Россией? Я был в России первый раз в 2011 году. Был школьный обмен. И с этого времени я занимался всем, что это с русским языком и русской культурой. В каких городах России ты еще был? Я был в Сыктывкаре уже 4 раза, и еще в Санкт-Петербурге и в Великий Новгород. И как тебе наш город? Мне нравится здесь, в Сыктывкаре. А почему ты выбрал именно Сыктывкар? Ну, я хочу город, какой не как западнее, как, например, Москва или Санкт-Петербурге. Там люди всегда хотят говорить по-английски со мной, и я хочу говорить по-русски здесь, поэтому я здесь, в Сыктывкаре, и не в Санкт-Петербурге или Москве. В чем разница между городами Германии и России? Я думаю, что у нас в Германии городе современные, да, и дороги у нас лучше. А ты учился журналистике в Германии? В Германии я учил славистику и историю, и хотел учить там журналистика, но была невозможность. Нужно ждать около 5 лет, и здесь была возможность все срочно, и была тоже возможность, что я говорю по-русски. Давно ты изучаешь журналистику? Я занимаюсь журналистикой уже в Германии, да, уже некоторые лет, я не знаю сколько, но много. Ты работаешь больше в газете или на телевидении? Я сделаю телевидение для газеты в интернете. У тебя уже были первые занятия, первые пары, и что было для тебя особенно тяжело в учебе? Особенно тяжело для меня было, что у меня есть только маленькая лексика, и поэтому я не все понимаю в университете. Знаю, что на днях ты заселился в общежитие. И расскажи, как тебе там живется. Ну, там очень маленькое место, и кухня мне там не нравится. И я ищу новую квартиру. Но там хорошие люди, и поэтому это не так ужасно сейчас. Но хочу все-таки квартиру. Но есть здесь тоже хорошие квартиры. Это ужас сейчас. Еще вопрос. Хорошо. Ну, это, наверное, будет последним вопросом. После окончания учебы ты планируешь вернуться в Германию или останешься жить в России? Я еще не знаю, но я думаю, что есть возможность, что я буду жить здесь, в России. Спасибо. Ну, как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. Но знаете, мороз никому на пользу не пойдет. В общем, с вами были студенческие новости СГУ и Любовь Филиппова. До свидания. Нам очень холодно. Всем теплых выходных.